Меня зовут Николай Рябов, я из компании Нельсон. Спасибо большое, что пригласили на ваше мероприятие. Спасибо организаторам. Спасибо также всем, кто приехал, несмотря на погодные условия. Видимо, очевидно то, что для вас эта тема, она вас очень интересует. Производство сахарной свеклы. Я буду рассказывать про американский опыт. Поскольку компания Нельсон – это американская компания, да вообще, в принципе, все, что связано с современным орошением, во всяком случае, с дождеванием, родина всего это США, это штат Небраска. То есть оттуда появилась самая первая дождевальная машина. И потом, то есть уже дальше, это уже более 70 лет прошло с тех пор. Сейчас есть производители по всему миру. Но родина всей этой технологии – это Соединенные Штаты Америки. Как я говорил, наша компания – это семейный бизнес. То есть мы занимаемся вот этими как раз пластмассовыми штуками, спринклерами, то есть от которых вообще будет зависеть в конечном качество вашего орошения. То есть это непосредственно рабочие органы, которые, то есть неважно, какая у вас дождевальная машина, то есть на каждой дождевальной машине находятся эти вот пластиковые дождеватели, или как еще их называют, спринклеры. Вот, чтобы мне познакомиться, также еще, может быть, узнать про вас, могу я задать вопрос, спросить, у кого сейчас уже есть дождевальные машины в хозяйствах? То есть нет, да? Есть барабанного типа, да? А если барабанного типа, она с консолью у вас или машина? Пушкой, да? И свеклу тоже пушкой поливаете? Нет, свеклу не сажали. А еще только думаете, да, об этом? Угу. Да, потому что, конечно, пушкой свеклу поливать это будет очень агрессивно. Поэтому, то есть, если поливать барабаном, тогда, то есть, при помощи штанги только. Консоль такая, да. Вот, на консоли точно так же ставятся вот такие же пластиковые спринклеры. То есть, и за счет этого вы также делаете более такой мягкий полив. Давайте немножко расскажу о нашей компании. То есть, компания у нас, она в 4-м поколении. То есть, уже более 100 лет мы именно занимаемся решениями для полива. Вот все, что связано с распределением воды на почве. Вот, немножко также расскажу о себе. То есть вот карта США, условно говоря. Вот здесь вообще у нас два главных свеклосеющих региона в Америке. Один регион – это как раз там, где находится компания Нельсон. То есть здесь орошаемое производство сахарной свеклы, потому что здесь без полива ее вырастить невозможно. Примерно условия похожи на Южный Казахстан. То есть здесь очень жаркие температуры летом, суховеи, то есть обязательный полив. Вот здесь как раз орошаемое производство сахарной свеклы. Я сам живу в городе Фарго, это север США. Здесь находится неорошаемое производство сахарной свеклы. Вокруг моего города в радиусе 100 километров выращивается 200 тысяч гектар сахарной свеклы. Вот, так немножко тоже о себе. Я там живу с 99-го года. 200 гектар или 200 тысяч? 200 тысяч гектар сахарной свеклы вот, в радиусе 100 километров. Это более 50% сахарной свеклы в Америке. Да, там. Это самый главный свекловичный регион. В общем, я живу там с 99-го года, в этой сфере, в этом бизнесе работаю с 2005 года. Начинал, как раз, может быть, кто-то из вас знает компанию Amity, производитель свеклоуборочных комбайнов. То есть с 2005 года я работаю с сахарной свеклой. Именно. Также здесь фотография моей семьи. У меня 5 детей. Жена моя, она внучка фермера тоже, то есть ее дедушка тоже занимался, в том числе сахарной свеклой там в Америке. Поэтому, то есть сахарная свекла у меня это одна из любимых. Жена местная, да? Да, американка. Одна из любимых культур, поэтому очень люблю разговаривать про сахарную свеклу. Вот. И если я чем-то могу быть полезен, может быть, даже не в плане там орошения, да, а любые другие, может быть, если у вас есть технологические вопросы, например, что-то подсказать. Хотя я по специальности не агроном, но я живу среди фермеров. Вот. А самые лучшие учителя – это вы, это фермеры. Вот это, здесь находится наш завод, как я говорю, вокруг завода в основном все орошаемые поля. То есть это все вот эти круги, маленькие точки, это все пивоты, дождевальные машины.
Вот, и мне хотелось бы поговорить сейчас о том, то есть, когда вообще и насколько важно, на какой стадии необходимо правильное орошение сахарной свеклы. Потому что многие считают, то, что, например, вот на стадии там, появления всходов очень важно правильно орошать. Потом на стадии смыкания рядков, например, очень важно правильно орошать. Либо наоборот перед уборкой очень правильно орошать. Важно. Но на самом деле все эти стадии, они одинаково важны, и везде есть свои нюансы. Я уже не буду повторять, что Анна говорила. Но, например, то есть на ранней стадии, да, очень важно не допускать перелив. Это очень большая ошибка, то, что на ранней стадии заливают. Причем это... Я видел и в Америке, эта фотография вообще с Азербайджана. То, что Посадили уже, да? Да, и слишком большая норма. То есть на ранней стадии самая главная проблема – это перелив. Вот, в результате чего образуется уплотнение почвы, трещины. То есть когда в почве еще очень низкое содержание органического вещества, нет агрегатирования клеток между почвой, она начинает трескаться. И в результате, вот, я думаю, может быть, вы тоже видели, наверное, часто такую картину. То, что всходом очень сложно пробиться. Даже в таких случаях очень часто, вот, где такие почвы, например, норму высева увеличивают. То есть, например, на гектар делают 100 тысяч семян. Посев, норма высева. Да, чтобы потом, с учетом того, что что-то прорастет, что-то не прорастет. Если, например, все проросли, то начинают потом уже прорежать. Но самое главное, лучше всего не допускать вот этой ситуации, то есть когда у нас вода просто так вот стоит на поверхности. Следующая тоже очень важная стадия, это уже когда у нас там 35-40 дней. То есть здесь нам очень, наоборот, другая проблема возникает, это недолив. То есть здесь нужно очень-очень много поливать. Вот здесь я привел этот слайд. Это пример был из опыта России. 2010 год была очень большая засуха. То есть в результате этой засухи 42% потеряли по урожаю сахарной свеклы полностью по стране. Потому что я прекрасно помню этот год. Я очень много в то время тоже ездил по регионам России. Была вот такая морковка у всех. То есть даже комбайн ее не мог взять, потому что не было урожая совсем. Это очень важная стадия тоже. Стадия перед уборкой, август месяц, тоже очень важно, то есть не допускать перелив. Потому что сейчас заводы, они тоже уже начинают грамотно подходить к приему сырья, и они не смотрят чисто на тоннаж. То есть, а именно смотрят также на показания сахаристости. И какой смысл, например, если у вас будет урожай 100 тонн, а сахаристость у вас будет там 10 или 12%. Завод все равно вам занизит все ваши показатели, и та цена, которую он будет вам выплачивать, будет намного меньше. Поэтому здесь очень важно, то есть, чтобы было правильное орошение на каждой стадии вегетации. Процентов чего? Сахаристость? Это зависит от завода. Ну, конечно, хороший такой процент, это на уровне 16-18%. Нормально. Да, считается нормально, да. Вот. Ну, а дальше уже, конечно, все зависит от вашего договора с заводом, который, то есть, он устанавливает как минимум. Показания сахаристости, они тоже зависят много от чего еще. То есть это не только полив, да, это, например, очистка свеклы. Тоже, то есть не допустить, чтобы было большое количество ботвы, например, то есть правильное качество дефолиации. То есть если у вас ботворез был неправильно настроен, например, и слишком много зеленки попадает, соответственно, это снижается сахаристость полностью по всей свекле. Вот это график потребления воды. Я думаю, то, что вы, наверное, его видели тоже. То есть, конечно, он будет отличаться в зависимости от региона. Вот. Но если так вот брать среднюю температуру по больнице, то где-то в свекле требуется 8 мм в сутки. Вот. Где-то, может быть, в каких-то более жарких регионах это может быть и больше. Вот. Ну, где-то в среднем, так вот, на пик, когда нужно пиковое потребление, это 8 мм. И, соответственно, на ранних стадиях нам нужно давать 2, 3, 4 мм. И на поздней стадии тоже мы снижаем полив, как правило. 3-4 хватит. Да. Вот, то есть, и как раз что предлагает компания Нельсон? Компания Нельсон предлагает разные решения вот, для того, чтобы обеспечить этот качественный полив. Начиная от спринклеров,
Потом пушки, которые стоят в конце машины. И еще тоже есть такой продукт у нас, это клапан, который стоит на входе в дождевальную машину, открывает ее и закрывает. Давайте я начну со спринклеров. То есть, чем отличается спринклер компании Nelson? То, что есть множество разных концепций, то есть как правильно распределять воду. У нас спринклер построен по принципу струи. Может быть, если вы поливали тоже до этого раньше, например, там, импульсными спринклерами, там, либо еще какое-то, то есть всегда есть разные немножко подходы. То есть либо чтобы каждая капелька летит отдельно, так, вот, либо она выстраивается в струю, и мы поливаем за счет движения струи. То есть в чем преимущество струи? В том, что капли, они выстраиваются каждая одна за другой, и за счет этого создается эффект аэродинамики. То есть они меньше встречают сопротивление воздуха, и, соответственно, каждая капля, она может лететь на более далекое расстояние. Вот у этого спринклера, мы его называем ротатор, вот, вы не поверите, но у него радиус 22 метра. То есть вот, если дать давление необходимое 1,5 атмосферы, то есть каждая капля будет лететь, не каждая капля, то есть полностью вот этот круг, который он будет закрывать, 44 получается? диаметр 44 метра. За счет чего это достигается? Какое давление? 1,5 атмосферы. То есть за счет чего достигается, это именно за счет того, что вот капельки, они так выстраиваются друг за другом, и получается такой эффект струи. Для чего это важно? Вот как вы думаете, зачем нам нужно, то есть как можно сделать больше радиус? Я обычно всегда это сравниваю с эффектом лейки. То есть, например, когда мы поливаем из лейки, то есть у нас обычно есть рожок, есть насадка, да? То есть и когда мы при помощи этого рожка и насадки поливаем, у нас образуется вот такое пятно красивое, да, и вода впитывается в почву. Если мы только снимаем эту насадку и поливаем просто из горлышка, то что происходит? Вода будет стоять на поверхности, она не будет уходить, она так и будет, то есть очень долго будет впитываться. То есть здесь точно такой же принцип. Когда мы поливаем, нам важно, чтобы наш уровень орошения соответствовал с уровнем инфильтрации, чтобы почва успевала все это вовремя впитывать. Поэтому, то есть, чем больше у нас радиус, тем это будет лучше, особенно вот на тех стадиях, о которых я говорил, например, стадия появления всходов, то есть чтобы полили и сразу же все впиталось, чтобы вода не стояла на поверхности. Еще что мы предлагаем, вот примерно выглядит это вот так вот, летят разные струи в разные направления, то есть одна струя, причем бросает, может быть, на 4 метра, другая струя на 6 метров, на 8, на 10. Вот вы посмотрите, если здесь я сейчас вот пущу, потом этот, потому что посмотрели, здесь такие отсечки, и все они разные. То есть каждая отсечка отвечает за определенное расстояние. Но максимально, то есть, будет на 22 метра кидать. Чтобы, то есть, не образовался такой эффект бублика, когда, например, у нас только поливаются контуры, а внутри остается зона без полива. А чтобы полностью нам закрыть весь этот радиус. Так, это я пролистаю. Вот. Что еще один из вариантов, который мы предлагаем, это за счет того, что вот есть две разные такие, их называются форсунки, то есть вы можете обеспечивать разную норму полива. Например, когда нужно на ранней стадии дать небольшое количество воды, например, там 3-4 мм, вы ставите одну форсунку, потом, когда, например, нужно уже, то есть, давать больше воды, вы так их достаете и меняете, ставите другую форсунку. То есть это уже будет рассчитано на 8 мм. Вот я сейчас пущу, чтобы можно посмотреть. Глубина 8 Да, 8 мм дождя. То есть если поставить стаканчик, дождемер, чтобы, то есть, вот у нас было 8 мм осадков каждые сутки. Давайте я покажу, как остается. Все вот так вот поворачивается, примерно на 10 часов. Так вот. И достается.
В Америке, то есть, не практикуется аэрочный полив? Практически нет, потому что, ну, как Анна говорит, то есть это очень дорого, наоборот, даже поливать арыками, потому что действительно происходит тарификация воды, то есть вы платите за каждый кубометр. А если 50% вы этой влаги теряете, то есть вы просто 50% выбрасываете на ветер. Это вот 2,5 метра горизонт. Диаметр у нее. А нет, 22 радиус, 22 метра радиус. Машина не забуксует? Нет, а сейчас как раз я тоже об этом сейчас буду говорить. Если забуксует, Это хороший вопрос. А если только для вот этих больших дождевок или вот эти спринклеры, которые ставят, можно ставить? Для стационарных вариантов, вот у нас есть вот такой еще. Да, я потом тоже немножко так поговорю немножко об этом. Тоже хороший вопрос, спасибо. Вот, по поводу буксования машин. Действительно, это тоже очень такая важная проблема. И все зависит от типа почв. Вот. Если почвы глинистые, тяжелые, вот это очень часто бывает такая картина, то что вода начинает собираться в колее, и за счет этого то есть машина начинает пробуксовывать, потому что она из колеи не выходит. Если песчаные почвы, конечно, тогда это намного проще. То есть песчаная почва, она обычно все равно там вода впитывается, инфильтрация хорошая. Вот. Но вот тяжелые почвы, часто такое бывает. Такие картины бывают. То есть, что мы предлагаем в таком случае? Это тоже есть специальный такой спринклер. Он называется секторный. То есть он кидает воду только на 180 градусов от колеса. Получается вот у нас вот такой полукруг 180 градусов. Либо, то есть есть вариант, да, поставить еще вот такие бумбеки и поливать за колесом. Чтобы именно... Да, то есть это вот именно для того, чтобы не допускать попадания воды в колею. Неровная местность, если перепады. То есть вот именно в таких случаях мы рекомендуем спринклер с максимальным радиусом. Потому что то есть, чем больше у нас будет радиус, тем даже, то есть если есть перепады, все равно вода будет впитываться. Потому что есть то есть разные характеристики у всех спринклеров. Например, вот это, например, только на 15 метров бьет. Вот, акселератор. То есть он более дешевый, и он так далеко не кидает воду. То есть чем меньше у нас будет радиус, тем сложнее в воде будет впитаться. Но чем больше радиус, то есть даже если будет неровная местность холмистая, то есть все равно вода будет впитываться. Вот, ну, конечно, тут уже другой вопрос, то, что по техническим характеристикам вообще машина сможет пройти по таким перепадам, то есть потому что там и будут вопросы тоже всегда и с колеей, с буксованием, то есть потом с выравниванием. Ведь у нее принцип работы то, что каждый пролет работает отдельно на выравнивание. То есть если большие перепады, то машина часто может стать в аварию, то есть и уже нужно смотреть именно то есть, по характеристикам машины. То есть, в зависимости от завода, каждый завод дает определенную гарантию на максимальный перепад. То есть это, значит, секторные спринклеры. Вот. И в конце дождевальной машины мы предлагаем тоже вот такие решения. Это либо пушка ставится, и она дополнительно еще дает примерно 50 метров, закрывает. То есть, ну, это, конечно, для свеклы, как я говорил ранее, это очень агрессивный полив. Вот. Но если у вас там в севообороте свеклы, как правило, находятся зерновые, вот для зерновых это будет один из вариантов. То есть, например, вы можете 1 год работать этой пушкой, то есть, когда свеклы нет. Потом, когда свекла есть, тогда как из вариантов вот ставится такой конечный разбрызгиватель R55. Для того он сделает вам 12 метров такой буферной зоны, чтобы защитить поле сахарной свеклы от вредителей, от болезней и так далее. Создается такая еще буферная зона. Это на катушечной? Нет, на дождевальной машине тоже это ставится в конце. Так, давайте Вот, видите, фотография здесь. То есть, вот, заканчивается дождевальная машина, и в конце ставится вот либо концевой разбрызгиватель, либо ставится пушка. То есть на пушку требуется еще дополнительный насос бустерный. То есть он дает примерно дополнительно, там, может быть, там 4-5 атмосфер. Вот, и то есть еще при помощи пушки вы закрываете полосу 50 метров. Вот. Ну, как я говорю, для свекла это очень агрессивный такой полив пушкой.
Но для зерновых он подойдет. Но вначале, чтобы всходы поднять. Ну, может быть, тоже. То есть, ну, нужно осторожно. То есть для всходов очень важно не допустить, чтобы вот вода стояла на поверхности. Поэтому это кратко. Говорю, если будут какие-то вопросы, всегда обращайтесь. Спасибо большое, что пригласили.